Председатель счетной палаты Алмазбек Акматов встретился со своим польским коллегой Марианом Банасом. В ходе встречи стороны обменялись информацией о деятельности высших органов аудита двух стран и обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Польша мамлекетинин жогорку контролдо органын. Верховная контрольная палата Польши была создана в 1919 году. Она по праву считается одной из старейших. Наша цель – создание институционального механизма, направленного на поддержку и расширение сотрудничества между сторонами, обмен информацией в области аудита государственного сектора, достижение устойчивого экономического и социального развития и рост благосостояния населения, повышение эффективности госуправления, укрепление международного сотрудничества в рамках борьбы с коррупцией. В своем выступлении Мариан Банас отметил, что сотрудничество счетных палат Кыргызстана и Польши станет фундаментом для укрепления и развития двухсторонних отношений. А потому было подписано соглашение о сотрудничестве, а также трехстороннее соглашение в рамках глобальной инициативы по подотчетности высших органов аудита о сотрудничестве между счетной палатой Кыргызской Республики, высшим органом аудита Республики Польши и инициативой развития Интосаи. Dokument dotyczy wzajemnej współpracy między naszymi krajami. Путь к сотрудничеству мы начали в 2022 году. За год была проделана большая работа с двух сторон. Ключевыми направлениями сотрудничества будут содействие обмену знаниями и информацией, связанных с государственным аудитом, организация совместных конференций, семинаров, программ наращивания потенциала между сторонами, направленных на обмен профессиональным опытом, продвижение новейших профессиональных разработок в области госаудита, использование возможностей, предоставляемых информационными технологиями. А потом вместе со мной приехали делегация, которая в тесном сотрудничестве с кыргызскими коллегами будут обоюдно решать вопросы на месте. В эпоху повсеместной информатизации стороны обсуждали реализацию и улучшение методологической базы в соответствии с международными стандартами аудита, то есть обучение сотрудников и поддержка процессов аудита с использованием цифровизации. Это будем реализовать таким образом, что в Бишкек будут приезжать наши эксперты, партнеры с Польши, да, и будут просто вместе работать с коллегами с счетной палаты Киргизии. Отличаемся в пользованию разными инструментами, но в сфере цифризации, в сфере коммуникации, да, и поэтому мы бы хотели обсудить все эти важные темы с нашими друзьями. Глобальная инициатива по подотчетности высших органов аудита направлена на мобилизацию эффективной и хорошо скоординированной работы. К инициативе присоединились Белиз, Бенин, Доминикана, Гаити, Гондурас, Кыргызстан, Ливан и Таджикистан. С каждой из них должны быть разработаны индивидуальные страновые проекты. Однако не стоит забывать, что каждая организация уникальна, и поэтому при внедрении цифрового аудита необходимо уделять должное внимание отдельным особенностям и характеристикам. Так, чтобы сократить риски от трансформации аудиторской деятельности, важно произвести тщательный анализ и разработать комплексные стратегии, если не для полного устранения и нивелирования, то хотя бы для их критического смягчения. В завершении встречи Алмазбек Акматов выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между счетными палатами двух стран. Даяна Джумабекова, Руслан Сабатаров, Ала-То 24.